Мир и милость Аллаха всем единобожникам. Нечестивцы из числа клоунов, драчунов, развлекающих сегодня на замененных на октагон римских аренах сытую публику из числа кафиров, проституток, пьяниц и другой швали, пытаются подменить для мусульман, а особенно для молодежи, исламские ценности. Причем делают они это так, как будто это является частью религии ислам. Сами деградировавшие, они ведут за собой к этой деградации толпы оболваненных фанатов и невежд, вовлекая в этот харам детей и подростков-мусульман. Ведь что такое UFC и смешанные единоборства сегодня? Это современный тагут, созданный шайтаном. А как известно, шайтан является первым тагутом из числа тагутов. Атмосфера развлечений, ставки, голые женщины, алкоголь, открытый аурат бойцов, реклама банков – целая индустрия развлечений и доставления удовольствия кафирам, рабами которых выступают драчуны-мусульмане. Эти рабы по своей деятельности ничем не отличаются сегодня от женщин легкого поведения. Как проститутка получает за свою работу харамные деньги и доставляет удовольствие клиенту, так и эти рабы получают те же харамные деньги и доставляют публике кафиров удовольствие. От Абу Хатима передается о том, что Макхуль аль-Азди рассказывал: «Однажды я спросил Ибн Умара: что ты скажешь о тех людях, которые, совершая самоубийство, прелюбодеяние, воровство и употребляя алкоголь, поминают Аллаха? Ведь Всевышний Аллах сказал: поминайте меня, и я буду помнить о вас». Ибн Умар ответил: если они будут поминать Аллаха в таких условиях, то Аллах будет поминать о них своим проклятием, пока они не замолчат. Тафсир аль-Кур'ан аль-Азим ибн Кафира. Шейх Ахмад Шакир, да смилуется над ним Аллах, сказал: то, что сказал Ибн Умар, является истиной. Этот аthар полностью применяется к тому, что вытворяют нечестивцы и циничные бесстыдные люди в наши дни из поминания Аллаха в их нечестивых и развратных местах. Источник Умдатут Тафсир. И сегодня мы видим, что почти все как один эти рабы благодарят Аллаха после очередной харамной победы в октагоне со словами «это победа от Аллаха». Или осыпают Аллаха субханаху ва тааля хвалой за очередной харам. Послушайте, невежды, каким языком к вам еще обращаться, если вы не понимаете ни мягко, ни грубо и никаким иным образом? Как Аллах может даровать вам победу в хараме, который Он же и запретил для вас? Как Аллах может желать победы в запретном? Сегодня один, выходя на рабский харамный шабаш, выкрикивает громогласные такбиры. А другой чуть ли не в каждом интервью признается в любви к кафирам. Почему я русских поддерживаю? Потому что это сложное время для русских сейчас. Потому что вы видите, какое русофобство в мире, как наш флаг не любят и так далее. Сегодня один, который даже не раскаявшись от мордобоя, в котором он буквально 5 минут назад развлекал кафиров, отработав свои рабские деньги, из которого даже не высох еще харамный пот, рвется с харама чуть ли не защищать Палестину. Я прошу тебя ради Аллаха, дай мне оружие, чтобы я смог поехать в Палестину. Клянусь, я не рожден для того, чтобы тут в шортах драться. Чеченцы же знают, какое сердце у нас внутри. Если падишах разрешит, я готов пойти умереть. Я не боюсь умереть за наших братьев, мусульман. А у второго, нацепившего платок в цвете флага Палестины, отсутствует какое-либо вуаля к кафирам. Буквально несколько лет назад один пресекал непристойное поведение молодых людей. А сегодня он же прыгает, как макака в лосинах перед актрисой плейбоя, поправляя ей волосы. Вы определитесь, кто вы. То 5 минут назад вы праведники, а уже через 10 минут вы выкрикиваете такбиры и возносите хвалу Аллаху в хараме. Со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: а на том, кто призывал других к заблуждению, будет бремя греха, равное по тяжести бремени грехов тех, кто последовал за ним, что никак не облегчит тяжести их собственных грехов. Сегодняшние фанаты, которые делают дуа за ваши харамные победы, которые желают победы вам, призывая имя Аллаха на этот харам, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что на вас, клоунов и рабов-кафиров, завтра водрузят бремя грехов всех тех фанатов, которых вы ввели своими никчемными боями в заблуждение. Вы, никчемные невежды, думаете, что сподвижники в битвах развлекали кафиров, доставляя им удовольствие, а затем, сев на коней и взяв свои мечи, сражались с ними? Когда это грешащим сахабам, хоть таковы они не были никогда,
Аллах давал победу в какой-либо из битв. Если даже из-за ошибки лучников Ухуда Аллах испытал их проигрышем, неужели вы думаете, что попрыгав в харамном мордобое в октагоне, воззвав к Аллаху в своем хараме, Аллах даст этой умме победу? Победу в этой умме тормозите такие, как вы, которые смешали свои грехи и харам с религией Аллаха, валь-иязу биллях, и пытаетесь своей джахилией выдать это за часть религии. Если шайтан открыл вам двери харама, то топите за этот харам дальше, если до вас никак не доходят призывы оставить это, не вмешивая при этом в свой фусук религию Аллаха, завлекая в этот балаган толпы не знающих свою религию людей. Сподвижники по полгода готовились к Рамадану, а вы, клоуны, по 300 дней в году готовитесь к этой великой показухе и ширку. Доказать, что ты самый сильный на планете. Сподвижники не бегали в трусах по октагону перед кафирами, развлекая их самолюбие. В то время как вы мало того, что бегаете перед ними, так вы еще и умудряетесь призывать Аллаха в свой харам. О, братья и сестры, пора уже понять, что эти люди являются не нашей честью и гордостью в исламе, а являются его позором. И не должно быть для них никакого почета, признания и уважения до тех пор, пока они не раскаются публично в этом хараме. Нет в этих людях ничего из смелости и мужества. И истинные смельчаки и герои никогда не будут красоваться в окружении прелюбодеек, а будут проливать кровь, возвышая слово Всевышнего Аллаха. И наверняка из-за данного видео прибегут их фанаты и последователи и начнут вновь писать гневные комментарии со словами «Зачем вы делаете гыба за их спинами? Почему вы им не скажете все в лицо?» И будет вам отвечено, сказал Хасан аль-Басри: «За троих нет гыба: за правителя-предателя, за нововведенца, открыто призывающего к нововведению, и за нечестивца, открыто творящего свое нечестие, за ваид аз-зухд», сказал Яхья ибн Аби Кафир, табиин. За троих нет гыба: за преступного правителя, за приверженца нововведений и за нечестивца, за муль-калям, сказал Суфьян ибн Уейна. За троих нет гыба: за порочного правителя, за нечестивца, открыто делающего нечестие, и за нововведенца, который призывает людей к своему нововведению. Шу'абуль-Иман. Эти невежды, популяризируя эти развлекательные бои кафиров, обычные нечестивцы, которые в открытую сеют свое нечестие, и нет за такими никакого гыба, так как грешат они в открытую, не скрывая своих грехов не только от мусульман, но и от кафиров. Их конечной целью является железяка в виде пояса и стабильный заработок, а не довольство Всевышнего Аллаха. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.